эфире «Вечерние новости», в студии Василий Раченко. Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Еще одного человека сегодня выписали после полного излечения от COVID-19 в Якутии. Тогда как школы выбирают популярные сервисы для дистанционного обучения, столичная третья школа организовала онлайн через свой собственный сервер. Лыжный десант преодолел маршрут Кюсюр-Нюрба. На прохождение легендарного пути ушло 23 дня. Еще один пациент выздоровел от коронавируса в Якутии. Сегодня его выписали из инфекционной клинической больницы в городе Якутске. Проведенные после лечения повторные комплексные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Таким образом, на настоящий момент в регионе полностью излечились от коронавируса 8 пациентов. 7 человек продолжают получать лечение в инфекционном стационаре. Всего официально подтверждено 15 случаев коронавируса. Количество заболевших COVID-19 в России достигло почти 7,5 тысяч человек, выздоровевших чуть менее полутысячи, а умерло 58. По данным за минувшие сутки выявлено 1154 новых зараженных коронавирусом, летальных исходов 11, выписалось из больниц 88 человек. Певицу Надежду Бабкину ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Это произошло на фоне обширной двусторонней пневмонии. Артистку госпитализировали еще 1 апреля. Решение ввести ее в кому медики приняли не столько из-за клинической тяжести заболевания, сколько для более эффективной работы аппарата ИВЛ. Состояние певицы хоть и тяжелое, но стабильное и имеет положительную динамику. При этом сообщается, что тесты Бабкиной на коронавирус показали отрицательный результат. Очень люблю. Какое счастье. У 2 гражданок России, которые проживали на таиландском острове Пхукет, анализ на COVID-19 показал положительный результат. Среди заразившихся россиянки 23 и 28 лет, а также 26-летняя гражданка Казахстана. Все трое в течение месяца жили в районе Патонг, который местные власти недавно закрыли на дезинфекцию. Вместе с тем, общее число заразившихся на Пхукете выросло до 126 человек. Правительство ограничило розничную надбавку на медицинские маски и перчатки. Она не должна превышать 10 копеек за единицу товара. К медицинским изделиям, которых коснутся такие ограничения, относятся медицинские маски, перчатки, фильтрующие респираторы, марля, защитные костюмы для медиков. Для каждого этапа оптовых поставок данных медизделий размер оптовой надбавки к фактическим отпускным ценам не должен превышать 10% от закупочной цены или себестоимости товара. Налог для предпринимателей до 1% могут снизить в Якутии. Изменения в упрощенную систему налогообложения обсудят на этой неделе на заседании постоянной комиссии. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Кирилл Бычков после совещания с профильными министерствами и народными депутатами Илтумен. Он также отметил, что в основном все пункты указа главы региона Айсена Николаева по первоочередным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства в условиях ситуации с коронавирусной инфекцией выполняются. Достаточно много пунктов указа касается работы органов местного самоуправления. Вот здесь я бы хотел отметить, что работа пока идет недостаточно быстро, недостаточно эффективно. И хотел бы как раз главам муниципальных образований это поставить на такую вот отметку. Не буду сейчас перечислять отстающие, но хотел бы сказать, что те меры, которые сейчас принимаются, те меры, которые изложены в указе, они требуют неукоснительного применения и мгновенной реакции, иначе они просто будут несвоевременны. Городская служба дезинфекции провела обработку якутского спеццентра. Средством Медихлор обработали первый этаж. За процессом дезинфекции наблюдает наш корреспондент Юрий Осипов. Он на прямой связи со студией. Юрий, здравствуй. Расскажи подробнее о процессе и чем он отличается от обычных мер обработки. Здравствуй, Василий. Да, сейчас мы находимся в центре СПИД. Здесь сотрудники городской службы дезинфекции обработали спецсредством приемное отделение, пожарный выход, а также лифтовое помещение. Особенность этого средства в том, что как только оно оседает, оно становится абсолютно безвредным. Оно безвредно в принципе, так как устройство, которым пользуются сотрудники службы дезинфекции, вырабатывает так называемый холодный туман. Этот холодный туман, оседая, проникает во все самые труднодоступные места.
Хотелось бы отметить, что с конца марта в центре функционирует лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции. Под нее перепрофилировали лабораторию диагностики. Как нам сообщили, в сутки здесь могут провести до более 200 анализов. Конкретного времени приема этих анализов нет, их привозят круглосуточно. О том, как конкретно о процедуре приемки этих анализов, давайте спросим у сотрудника этого центра Нургуна Анатольевича. Нургун Анатольевич, здравствуйте. Расскажите нам немного поподробнее о процедуре приемки анализов на коронавирус. Здравствуйте. Так, процедура приемки. Приемка анализов у нас проводится через отдельный вход, прием анализов. Доставляется в комнату приема анализов, простите за тавтологию, и доставляется на 5-й этаж перепрофилированную лабораторию для исследования новой коронавирусной инфекции. Ага. И чуть подробнее о том, вот сколько времени занимают анализы. Сама процедура, по самой методике исследования одного образца где-то составляет в среднем от 6 часов до получения результата. Но опять-таки тут можно взять прием, отбор, прием, соответственно, результаты будут делаться чуть дольше, на следующий день буквально. Спасибо большое. Также хотелось бы добавить, что, как нам сообщили, в сутки здесь могут провести более 200 анализов. Василий, к этому часу у меня вся информация. Передаю слово тебе. Да, Юрий, спасибо за информацию. Ну а мы переходим к новостям дистанционного обучения в регионе. Платформу «Электронная школа» выбрали для дистанционной работы в СОШ номер 3 Якутска. Тогда как большинство учреждений подключились к популярным платформам, таким как Zoom, Discord, при этом испытывая определенные осложнения по техническому плану и по скорости интернета, третья школа установила программу на собственный сервер, обслуживающий только их детей. Идея создать из обычного сайта систему управления образовательным контентом возникла еще в прошлом году. Первый этап онлайн-платформы запустили в феврале 2020-го во время карантина. А с 6 апреля приступили к дистанционному обучению учащихся среднего и старшего звена. Программа имеет больше возможностей для обучения. Можно показывать видео, презентации, пометки на доске, имеется и совместный доступ. Онлайн-школа будет иметь право на жизнь и после пандемии. Уже есть новые проекты и идеи. Мы начали работать на платформе WordPress. Мы из обычного сайта сделали LMS, то есть это система управления образовательным контентом. Дети могут регистрироваться, записываться на курсы своих преподавателей. Учителя, в свою очередь, могут размещать свои образовательные материалы, давать тесты и получать обратную связь. И также у нас с нашей платформой связана онлайн-комната. У нас каждый день по расписанию проходит в соответствии с Санпином по 2-3 урока. О том, как в целом проходит дистанционное образование в регионе, расскажет Саргалана Неустроева. Так, сейчас у меня такой вопрос. Эрсан, включи, пожалуйста, микрофон. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Эти кадры – современные реалии учебы и работы во время пандемии. Теперь сидеть за телефоном или планшетом во время урока стало приоритетной задачей. Первый рабочий день у нас прошел достаточно насыщенно, самое главное – организованно, потому что мы очень за долгое время уже начали готовиться к такой методике обучения, дистанционному обучению. Дети легко осваивают такую методику воспитания и обучения, потому что они легко ориентируются в интернет-ресурсах. Извечная тема отцов и детей снова на повестке дня. Успевать за новыми технологиями старшему поколению намного труднее, чем школьникам и студентам. И все же современные проблемы требуют современных решений. Трудности вначале, конечно, по непривычке были, но в конце, через 5 буквально минут мы уже сообразили все это. Ребята все это лучше знают, чем мы, взрослые, да, и очень даже на высоком уровне прошел урок. Вот уж кто точно рад освобождению от занятий в школе, так это сами дети. Еще бы, кто в детстве не мечтал прогулять парочку уроков. Только вот радость омрачает отсутствие рядом школьных товарищей.
Сегодня наш класс перешел на дистанционное обучение. Для нас это новый формат. Пока проблем никаких нет. Со звуком и с видео все хорошо. Мне нравится так учиться, но бывает скучаю по одноклассникам и друзьям. Тем временем справиться с нахлынувшим потоком пользователей смогли немногие платформы. Так, только за первую половину учебного дня на телефон горячей линии поступило порядка 30 звонков с жалобами на работу сайтов. Особых нареканий нет. Есть частичное отключение электричества, но в целом дистанционный формат пошел, а в тех школах, список, который Минобр утвердил, идет в малых отдаленных населениях идет очное обучение, да, поэтому можно сказать, что дистанционный формат начался довольно успешно. Однако не каждая семья располагает необходимой технической базой или, по крайней мере, не располагала. В связи с этим администрация Якутска закупила 525 электронных планшетов и сим-карт для детей из малообеспеченных семей. Уже сейчас необходимые для учебы устройства распределяют по школам. Управление образования на 6,4 миллиона закупило 525 планшетов 10 дюймов и симки к ним с безлимитным интернетом и 600 минут пакетов на сторонние операторы. К сожалению, с наступлением пандемии многие сферы нашей деятельности буквально застопорились. Однако эта ситуация показала, насколько находчивым и, что самое важное, неунываемыми мы должны быть. Главное не забывать об этом и беречь друг друга. Сарглана Неустроева, Джулус Иннокентьев, Якутск. В Нюрбу прибыл лыжный десант Кюсюр-Нюрба. Из Булунского района спортсмены начали свой путь длиною в 2500 километров 15 марта. Точно такой же маршрут 78 лет назад, в годы войны, прошел прославленный партизан, уроженец Нюрбинского района Семен Сюльский. К началу войны он был в бригаде рыбаков Булунского района, которые по специальному постановлению имели так называемую бронь и не призывались на фронт. Но младший командир запаса Семен Сюльский таки добился призыва в Красную армию. Со своими единомышленниками в начале 1942 года он на лыжах добрался до Нюрбы. Современные лыжники, несмотря на бури и прочие капризы природы, прошли маршрут за 23 дня. В состав лыжного десанта вошли 4 учителя, 3 учителя физкультуры, 1 учитель технологии. Он же является участником боевых действий в Афганистане 1985-86 годы. Все эти ребята, которые сегодня участвовали в лыжном переходе, это опытные товарищи. Это 4, которые прошли маршрут 2185 километров Чурапчи, Нижний Бестяхсот, Тинсатикси в 2010 году. Один у нас, Вася Павлов, он был включен в книгу рекордов Гиннесса в 2004 году. Ну и 2 наших молодых участника. Это Семену Корякину 22 года и Людмила Владимировна Горнакова, учитель физкультуры. На этом пока вся информация. До встречи в эфире.